Я очень рада, здравствуйте, что в эти первые мартовские денечки вы пришли к нам на поэтический полдень. И тема нашей сегодняшней встречи – книга «Весна» и женщина, естественно, да. И к нам сегодня пришли два мужчины. Это у нас будет такой поэтический баттл, поэтический полдень. Один у нас поэт, другой прозаик. Они будут состязаться между собой творчеством своим, делиться с нами, читать стихи и свои рассказы. Ну, я начну с Олега Риба. Ну, я много рассказывать не буду, потому что они у нас уже были неоднократно. И Олег приходил, тоже поучаствовал в поэтическом баттле. Тогда у нас 4 было мужчины, они состязались в своем творчестве. Игорь у нас недавно тоже был, но все равно немножко обновлю информацию. Родился Олег в Абакане. В юности очень страстно мечтал быть летчиком, но при поступлении в летное училище не прошел медкомиссию, но все равно закончил Институт гражданской авиации в Риге. После учебы жил в Латвии. Затем вернулся на родину и с тех пор живет в Абакане. Первый рассказ «Автобус» был опубликован в корпоративной малотиражке «Связист» в 2004 году. Печатался в газетах «Абакан», «Хакасия», «Пятница», в журнале «Абакан», «Юрта» и «Новый енисейский литератор». Издан индивидуальный сборник рассказов. Призер литературного конкурса «Нового енисейского литератора» в номинации «Проза. Конкурс короткого рассказа» и лауреат конкурса имени Величко Краснотуранске. Вышел его сборник рассказов «Путник». Да? Из него. Здравствуйте, проходите, пожалуйста. Так. Ну, если что-то будет еще дополнение, Олег, спасибо, расскажете, да? Да, конечно. Не секрет. Не секрет, да. Про Игоря рассказываю. Родился в Верхоскизе в семье учителей. Отец – учитель биологии, химии, тренер по футболу, а мама – учитель математики. Ну, как всегда, учился в школе, потом в Аскизском пансионате. По окончании школы поступил в Московский технологический институт, специальность деревообработка. Затем служба в армии, продолжил учебу в ВУЗе, работа в мебельном кооперативе затем. Но времена были тяжелые, рыночные, пришлось убрать свой диплом и стать работать столяром. Через полгода уже показал свои навыки, стал мастером цеха, потом начальником цеха, открыл собственное мебельное производство. Так что, вот так реклама, да, если что, будем обращаться. В 2008 году закрыл свою предпринимательскую деятельность. Что касается стихов. Стихи начал писать с 15 лет. Но, как всегда это бывает у молодых поэтов, все было в книжечках, в каких-то блокнотиках, все убиралось в стол. Естественно, очень много потерялось, да, Игорь? Потом по настоянию мамы и сестры он возобновил свою поэтическую деятельность и начал уже публиковаться в каких-то небольших таких изданиях. Издавался в газете «Аскизский труженик», в журнале «Юрта». Ну и как бы все серьезнее стал заниматься литературной деятельностью. Потом уже стали появляться публикации в журналах «Юрта», газетах «Хакас-Чири» и других местных изданиях. Победа в республиканском конкурсе художественного перевода, в конкурсе на написание гимна нашему Национальному центру культуры и народного творчества имени Семена Прокофьевича Кадышева. И также в конкурсе «Величко» в номинации «Тропа лесная». Недавно буквально вышел сборник стихов на хакасском русском языке. На прошлой нашей встрече Игорь показывал. Называется она «Спираль времени». Вот он его принес. Так что я даю слово нашим мужчинам. Они нас будут сейчас баловать своим творчеством. И как решим? По очереди будем или как? Как вы хотите? Как мы хотим.
Как вы хотите нас баловать? Как вы хотите нас услышать? Да. Да, по очереди. Давайте по очереди, потому что вы один поэт, другой прозаик, и я думаю, что вот это сочетание будет очень хорошо сочетаться. Так что давайте. Олег. С Олега Спасибо. начнем. Хорошо. Сначала я пару слов еще добавлю про себя. Давайте. Лично. Начну с фразы, которая я еще сам не привык, которая меня так немного даже коробит. Мне 60 лет. Ой, Но живу я, да, в Абакане, собственно, всю свою взрослую жизнь. Работал в энергетике много лет, сейчас работаю в телерадиоцентре инженером. А про творчество я пишу только прозу. Вот у нас литературное объединение, где мы с Игорем состоим, там у нас человек, наверное, 15. Есть те, кто пишут стихи, большинство, кто-то пишет стихи и прозу, но у меня так получилось, стихов я писать не умею, никогда не писал. Пишу только прозу. Первое, что-то я написал, 40 лет. Собственно, ничего не предвещало, я работал, семья, все, как поэт сказал, жизнь давно очерчена. Получал второе образование в Томском университете, и вдруг на листочке что-то написал, ну, я оставил. И вот, ну, наверное, к моей радости это увидела вот, подруга моей супруги, Елена Александровна. Она была редактором газеты «Связист». Там даже не мало тиражка, там какая-то микротиражка. Корпоративная газета «Ростелеком», но у нее было одно такое великолепное свойство, она была бесплатной. Поэтому люди ее с удовольствием читали. Ну, напечатал, я к этому никак не относился тогда, мне все равно было. Но потом, после выхода газеты, те, кто меня знает, родственники, друзья, стали какие-то мне вопросы задавать и общаться со мной об этом. Ну, как-то мне это странно стало. Потом я стал думать, что же дальше, как к этому относиться. И пришел такой момент, когда у меня в голове появился сюжет, и я решил для себя, вот я с утра сяду за стол, к вечеру, если я напишу то, что потом тоже будет всем, ну, всем понравится и ценят положительно, то я буду относиться к этому уже серьезней. Так и сделал, также в газете «Связист» вышло, ну и потом отзывы были положительные, я стал уже повнимательнее относиться к этому новому для себя состоянию и стал потихоньку писать. Да, тут местные газеты, журналы, издал вот свою книжку. Первый рассказ, это даже не рассказ, который впервые вышел, такая зарисовка на полстранички. Она у меня записана на аудио. Там история такая, что в Красноярске, в издательстве «Новый енисейский литератор», есть такая группа, главный редактор меня с ней познакомил, которая делает озвучку рассказов. Причем они делают на высоком профессиональном уровне, он даже говорил, они участвовали в озвучке такого произведения, как «Война и мир» Льва Толстого. Ну, конечно, делают за деньги. Я выбрал самый маленький свой рассказ и попробовал у них это вот реализовать. Давайте сейчас послушаем этот рассказик. Он очень короткий. Даже не рассказ, а такая наблюдение, зарисовка. Олег Рип. Автобус. Читает Игорь Ященко. Помните, как раньше ждали поздний автобус? Когда тихий вечер, остановка где-то на окраине, кучка людей в темноте, всматривающийся в дальний поворот, из-за которого вот-вот должен выплыть знакомый и такой долгожданный профиль. Снизу два огня фар, как у всех машин, а вот наверху, над кабиной, едва видны, тлеют лампочки по обе стороны от подсвеченного еле-еле номера маршрута. Выдохнув с облегчением «идет», все тут же замирают, пытаясь разглядеть номер. Четверка это или двойка? Автобус приближается, уже слышен его особый, не похожий ни на что другое в этом мире гул. Народ пытается различить номер. Галдит вначале в разнобой, затем, когда глазастые дети в унисон закричат «Четверка! Четверка!», уже и остальные постепенно видят или просто соглашаются. А те, кому нужна двойка, до последнего вглядываются в приближающуюся и тающую надежду. А вдруг? Потом, кому теперь уже была нужна двойка, недовольно ворча, отходят вглубь остановки забрать с разваливающейся скамейки свои авоськи и сумки. А помните комфорт провинциального автобуса тех лет? Вот закрылись двери, и мы поехали. Обязательный полумрак в салоне.
вспыхивают впереди и медленно уходят по черным окнам за квадратную спину Лиаза редкие огни на уже бетонных столбах. Безлюдье темных улиц, что-то вечно громыхает на ухабах внизу под полом. Темно-бордовая вышивканая обивка, заштопанная крупными машинными стежками почему-то белых ников. Исцарапанные шпаной по желтой краске железные спинки сидений. И люди, тихие и спокойные советские вечерние граждане, радующиеся недолгому автобусному ожиданию, приближающемуся дому, завтрашним заботам, спокойному и понятному будущему, близкому и далекому. Мне около 10, а в автобусе хорошо и как-то надежно, что ли. Ближе к центру народа побольше, затем к конечной опять совсем пусто. Люди выходят по ступенькам в открывающиеся с привычным лязгом двери, растворяются темными дворами, на ощупь до подъезда, на ощупь на этаж, на ощупь ключ в замок, на ощупь выключатель. Щелк! И вот он, дом. Ну, слава Богу, добрались. Окно настежь, в окне тишина. Тихо и спокойно и в окнах, и на улицах, и в жизни. Как изменилось все с тех пор. Жизнь, наш город, мы сами. Ожидание автобуса уже неведомо нашим детям. И мы тоже постепенно это забываем. Мелочи проходящей жизни. Ну, вот такой дебют у меня был 20 лет назад. Хочу рассказать вот об этом сборнике «Енисейская Сибирь». Это свежее издание, вышло в прошлом году в компании Ашаров и К, минусинская компания. Довольно, видите, такой толстый получился сборник. Это альманах. Первый его выпуск, сколько я помню. Сюда собрали произведения и стихи, и прозу Красноярского края, авторов Красноярского края, Хакасии, Тувы и, по-моему, Монголии. Да, там еще, да. Такое, здесь у нас 5 авторов хакасских. Вот мне тоже повезло, я сюда 30 страниц мне здесь дали. Можно посмотреть? Да, пожалуйста. Книжку я пока издал одну, вот такой небольшой сборник моих рассказов. В 2019 году здесь в Абакане есть у нас Бригантина, такое издательство. И вот в нем, ну, как бы сам я эту книжку издал. Хочу вам прочитать из этой книги, тоже такой рассказ, не рассказ, но маленькое такое наблюдение, сделанное мной в зимним вечером. Называется «Зимний вечер». Холодно, спешу поскорее добраться до дома. Морозный ветерок так и норовит ущипнуть то за нос, то за ухо. Прячусь от него в заиндевевший моим дыханием воротник дубленки. За стеклянной яркой витриной в огромных аквариумах, меж кадок с тропическими пальмами. Медленно, словно замороженные, плавают диковинные рыбы и рыбки. Обгоняю молодую, неторопливо прогуливающуюся пару. Кратко смотрю в их сторону. Совсем юные и удивительно красивые лица. Невольно улыбаюсь. Все-таки это здорово видеть, как спокойно и уверенно идут по нашему городу наши дети, наше будущее. Она ласково говорит спутнику: какая морозная пришла зима. Он. Ну, я сейчас синоним подставлю, вы поймете. Да, офигеть просто. Она. Ага, вообще пипец какой-то. Останавливаясь, вздрогнув, как после выстрела. Хорошо одетая пара величаво проплывает мимо. Замерев на полушаге, ошарашенно думаю, а что если они все такие? Тогда какая должна быть горькая старость ожидает нас? Такое коротенькое наблюдение. Ну, так. Вот еще что я вам обязательно прочту. Поскольку у нас близится
Международный женский день. Большинство здесь женщин, но это естественно, да, хорошего должно быть всегда больше. А у меня появилось такое поздравление, это вот касается нашего литературного объединения «Ирбис». Было у нас собрание к дню 8 марта, а я был тогда на работе, я им это как бы написал, отправил поздравление. Ну и оно так задержалось у меня и осталось, я его иногда читаю. Ну, в общем-то, по-моему, неплохо. Мне думается иногда, что женщина и Бог договорились о чем-то важном еще при выходе ее из райских врат. И не о грехе первичном шла тогда речь, нет. О жизни и будущем человечества был разговор. И пожизненное поручение женщины дадено было свыше. И загадочная улыбка ее вышла из рая в тот же день. А уже потом итальянец Леонардо, великим своим талантом увидев Божью мысль загадочности этой, показал нам то, что не дает теперь покоя людям сотни лет, и десятки поколений не могут разгадать этот верховный вечный смысл. Уверен, каждый в жизни видел хотя бы раз эту загадочную женскую улыбку, за которой скрыта договоренность с Богом о ее великой миссии на земле. И никогда они, женщины, не раскроют нам эту тайну, не расскажут, а только улыбнутся. И оттого они чище и надежнее в этой жизни, что ближе к небесам праведным. И договор их с Творцом навсегда теперь сбережет нас, наши семьи, наших детей. И будет человечество всегда под их незримой защитой, силой жизни, даденной женщине на выходе из рая. С наступающим праздником вас, женщины! Вот всегда с прозой, когда мы ездим с нашим литературным объединением по различным встречам, мы катаемся по Хакасии, Красноярскому краю, так довольно часто. Там нам дадут вот такой отрезочек времени. Стихи — это как бы такая компонованная информация, быстро прочел, все понятно, и финал здесь, да. С прозой всегда сложно. Начинаешь читать и не укладываешься во время, потому что от первой строчки до последней буквы времени уходит больше. Я вам хочу целиком прочту рассказ, потому что бывают такие ситуации, когда к автору приходит такой сюжет, как говорят, что его уже ничем не испортишь. Это редкая удача. Вот позапрошлом году мне такой сюжет попал в руки, совершенно как случайно услышал в разговоре. И я написал рассказ, и потом вот отправил его на конкурс, вот это ежегодный конкурс короткого рассказа в Красноярск, новый енисейский литератор. Его возглавляет Сергей Кузичкин, сейчас он глава отделения Союза писателей Красноярского. И там поучаствовал в конкурсе, но получил там второй результат. Но все равно я считаю, что это хорошая оценка, это серьезно для меня. Рассказ не очень короткий, но я вам все-таки его прочту сейчас. Как короткий? 3 страницы. Для меня это длинный рассказ. Вообще у меня такая, не знаю, это технология назвать или как. Рассказ вот в полстранички я могу написать за 2 дня. 3 странички уже неделя, не меньше. Быстрее не получается. Там свой определенный порядок. Сначала напишешь, потом в стол положишь, потом через 3 дня достанешь, исправишь. И вот так вот неделя, не меньше. Хотя рассказы вроде бы короткие. Рассказ называется «Огарки». История рассказана мне здесь, в Абакане, и, собственно, она изначально и была где-то в Аскийском районе, в деревне. Конечно, там было 3 предложения, это потом на этот стержень вот уже я, как автор, как говорят, накрутил весь сюжет. Основа, в принципе, она понятна, будет из текста. Так, «Огарки». Война пришла в их сибирскую деревню так же, как и во все другие, с бабьими слезами, предвестниками беды, тревожными сводками информбюро по радио и хмурой настороженностью мужиков. 3 брата Погодки, потомки столыпинских переселенцев, прибывших на землю сибирскую еще в начале 20 века, не раздумывая долго, в один день пришли записываться на фронт и уже на завтра вместе с другими сельчанами уезжали на колхозной полуторке в районный центр, где потом грузились в эшелон, отправлявшийся на запад, в сторону фронта. А там уже война, распорядившись по-своему, разлучила братьев на все 4 боевых года, и до самого конца ее не довелось им больше встретиться. Только по редким письмам из далекого дома узнавали братья друг о друге, что все воюют и пока еще живы. И вот ведь случаются чудеса в жизни. В разгар лета 41 года уезжали братья из деревни на фронт вместе на колхозной полуторке, и с войны все 3 в один день на той же машине вернулись домой. Лихо спрыгнув с борта полуторки у колхозного управления, фронтовики привычно поправили гимнастерки и, накинув вещмешки на плечо, двинулись по деревне.
Высоко подняв голову, четким военным шагом солдаты-победители шли к своим домам по пыльной деревенской улице. Сверкали на груди боевые ордена и медали, а повыше наград у каждого на гимнастерке ряд цветных нашивок за ранения. Это была даже не радость. Безграничное счастье выпало вдруг женам, подросшим детям и особенно матери. Все трое детей, которые вернулись с этой страшной войны живыми и здоровыми. И, конечно же, отпраздновать такое событие, полюбоваться на вернувшихся с победой братьев, а заодно истории фронтовые послушать, собралась, пожалуй, вся деревня. Как и до войны, стояли рядом 3 построенных братьями добротных дома, а во дворе, одном на 3 хозяйства, выстроились в ряд накрытые к празднованию столы. По военному времени бедно, но дружно и открыто гуляла деревня, встречая земляков-победителей. Больше и шумнее всех радовался председатель колхоза. Еще бы 3 пары молодых здоровых рук сразу появились в хозяйстве. Пойдет теперь работа, а то одни старики, калеки да бабы на полях колхозных трудились. Теперь мы дадим такой план, грозя кому-то кулаком в ясное небо, громыхал подвыпивший председатель. Да что там план, мы теперь и 2 одолеем легко. Позже других прихромал запыхавшись Сашка, одноногий инвалид, в темно-синей форме и фуражке с голубым околышком. Ровесник братьев, он вместе с ними ушел на фронт, но к весне 42-го уже вернулся, получив тяжелое ранение и будучи комиссованным из армии подчистую. Нашлась инвалиду работа, стал участковым на 3 деревни. Засидевшиеся, немного устав от застолья, братья стали размяться и отошли к соседскому забору покурить. А жены, как одна, сразу вслед за ними. Мужикам смешно, но бабы ни на шаг не отходят, будто боятся снова их потерять. Один из братьев, опершись на забор, отдернул вдруг руку и потер ладонь, вымазанную в черной липкой саже. В заборе сине-черным огарком торчал воткнутый меж горбыля обгоревший факел. Вытирая руку, недовольно спросил жену: «А это еще что?» Та прикусила было губу, не решаясь, но потом разом выпалила: «Факела это, землю по земле пахать». Муж, сразу не поняв, о чем речь, пожал плечами: «Как это пахать, ночью что ли?» Женщина вздохнула: «Ну да, по ночам мы пахали. А почему не днем?» «Да вот почему. Лошадей-то всех с личного подворья еще в начале войны забрали для нужд фронта. Только колхозные остались». «Ну?» – спросил муж. «Вот те и ну», – передразнила его женщина. «Кому когда лошадь на пахоту личную давать, председатель решает. Так вот, кто из баб солдаток любви и ласки ему не отказывал, те в день пашут. А кто заупрямится, тем лошадь только ночью выделял. Нам-то втроем полегче было. По 2 в ночь уходили, а 1 дома за детьми приглядывает. Так вот менялись и пахали по ночам. 1 лошадь в поводу ведет, ружье на плече, а 2 на плуг факел приторочит, так и идем, трясемся от страха. Ружье всегда с собой брали, волков опасались. Пока вы, мужики, воевали, много их развелось по нашим полям. Уже в деревню нет-нет наведываться стали. Таких вот огарков, как этот, у полдеревни в заборах понатыкано. У половины только, потому как не каждая силы найдет и устоит, а у всех ведь дети, кормить как-то надо. Вот председатель и пользовался, чтоб ему. А Сашка участковый что же? А что Сашка? Он такая же власть, на пару лодку хлещет. Да и кто решится на председателя завилять? Ведь никакой жизни потом не даст. Фронтовики молча переглянулись. Когда 3 прошагали по коридору управления и открыли дверь в кабинет, председатель сидел за столом и, вольготно развалившись, читал свежий номер «Правды», доставленный поутру из района местным почтальоном. Увидев вошедших, он было улыбнулся, привстав, но, углядев бегло каждого, перестал улыбаться и медленно опустился на скрипший под ним обшарпанный казенный стул. Братья обступили стол с 3 сторон и привычно сняли пилотки, вложив их под ремень. Били долго, били молча. В какой-то момент, визжавший от нестерпимой боли, председатель вырвался в коридор. Его догнали на крыльце, повалили на землю и теперь уже добивали спокойно, не торопясь. Убивать не стали. Оставили мелко подрагивающую, всхлипывающую председательскую тушу тут же у крыльца правления, прямо под прибитым над входом чуть наклон красным серпастым молоткастым полотнищем. По выкатившимся из-под заздравшейся рубахи волосатому животу стекала с мокрых галифе зловонная жижа, сливаясь на земле в лужу из крови, соплей и сахарно белеющей на красном россыпи выбитых зубов. Закончив дело, фронтовики спокойно разошлись по домам. Вечером уже по темну появился на дворе взволнованный участковый. Собрав братьев, Сашка инвалид отозвал их в сторону. Закурили. Помолчав немного, участковый шумно выдохнул дымом. «Ну так, значит, парни, я сегодня в район уехал по делам. Вернусь завтра к вечеру. Но тогда уже, братцы, помочь вам ничем не смогу». Участковый, притоптав Беломорину в песок деревянным протезом, бесшумно исчез в темноте. Братья курили и молчали. Кота-старший по военному просто и прямо спросил: «Ну что, вопросы есть?» Солдаты пожали плечами. «Ладно», — подытожил старший, — «тогда пошли». Жены все поняли, ничего не спрашивая, без причитания слез, молча собирали детей и вещи. Все, что можно было увезти из домов, грузили на подводы, и вся деревня не спала в эту ночь. Каждый помогал, чем мог. Собрались в срок, и уже на рассвете 3 фронтовиков, прошедшие всю войну, не склонившие голову перед врагом и не жалеющие своих жизней за власть советскую,
Уходили теперь обозом на юг в сторону Тувы, подальше в тайгу, спасая и защищая как от врага, от мести этой же власти своих жен и детей. Понимали, что не простят им такого и даже не станут разбираться, кто прав. И до крайнего поворота, сквозь тележные скрипы под схлипы деревенских баб, в спину слышали солдаты. Спасибо вам, родные, за всех спасибо, да хранит вас Бог. Спасаясь от расправы, семьи до поздней осени мотались по тайге, и где-то в верховьях Енисея, у самой дальней староверческой деревни, решили остановиться и начали заново устраивать свою жизнь. Выжили все. И через много лет, когда дважды сменилась уже оставаясь все той же советская власть в стране, братьев, посчитав, что опасаться им уже нечего, решились вернуться на прежние свои места. Все так же болтался над входом в колхозное правление «Красный стяг», и давно уже не было в живых наказанного ими председателя. Лишь ковылял по-прежнему по деревне Сашка участковый в своей темно-синей форме, но и он, как ни в чем не бывало, встретил земляков и даже не напомнил им про те события теперь уже далекого лета победного 45-го года. Оставили этот мир фронтовики ровно в том же порядке, как и пришли в него. Сначала старший, и потом каждый через год остальные братья. Ушли рано, едва дождавшись внуков. Так, наверное, было всегда. Первым умирают солдаты передовой, а дольше всех рассказывают о войне потомкам тыловики-обозники, увешанные по лацканам своих гражданских пиджаков, знаками к юбилейным послевоенным датам, которые издалека кажутся их внукам боевыми наградами. А вот жены их прожили еще долго. Последняя успела встретить свой столетний юбилей, и перед самым уходом, так случилось, рассказала мне эту историю. Такой вот сюжет. Я иссяк. Игорь, передаю тебе слово. Спасибо. Пользуясь случаем, хочу поздравить вас всех присутствующих. С Днем писателей международным. Как пишущих, так и хранящих, ну и так и читающих, ради кого мы пишем и храним. Всех нас с праздником. Ну и, разумеется, так, это некая разминка к поздравлению женщин с Международным женским днем. Так, Хорошо, что мы третьего, да, сделали же. Долго так надо нас поздравлять. Так что поздравляю вас всех с кануном Международного женского дня. Спасибо за то, что вы есть. Ну еще что. Вчера была скорбная дата, годовщина, с тех пор, как ушла Людмила Александровна. Все ее знают. Я буквально год, наверное, близко с ней общался. Я-то ее знал, разумеется, она меня год знала. Сотрудничали, успели гимн написать совместно, получается. Давайте вспомним ее. Поставьте, пожалуйста. Хочу еще сказать, в прошлом году, когда были похороны Людмилы Александровны, у нас как раз тоже здесь проходил поэтический полдень с Валерием Новиковым. И я не могла, я оставила здесь, говорю: Валер, ты читай. А я, пожалуйста, простите за поэтический полдень. Тяжелый Видео, утрат. да? Да, Видел? А видно за ним, Так, это гимн, да, вы можете слушать, да? да, да. Пишу ничего.
большая утрата. И гимн-то не сложился бы так, потому что все-таки какая большая разница, когда просто общаешься с человеком, да? Вот. И когда он уже на свою профессиональную стезю восходит. То есть она летом собрала меня, юного композитора, вот, Андрюшу Шапкина. Когда мы первый раз встретились, мы, так это он Шапкин, мальчик такой. Вот. И с 6 вечера до 2 ночи мы работали. Вот. Охранник раза 4 приходил в ДК. То есть пока скрупулезно, пока все не вылезалось, не отпустил. Ну, вроде сложилось. И буквально немного времени прошло, она ушла, к сожалению. Но там тоже хорошие люди нужны. Кто забирает лучше, да? Да. Ну, вот буквально недавно я перевел на русский язык песню Я. Вот. Орай тигрына, Шалтазын санап. Вот. Они с Сашей Киштеевым, по-моему, запись. Как раз они приезжали в Москву, я там еще учился, но я там встретился с Сашей только. Вот они записывали в том числе и эту песню. Ну, у меня вроде бы неплохо получилось. Звездной россыпью небо светится, я гуляю вдоль Млечного пути. Мне осинки в свете месяца шепчут тайны девичьи свои. Где же ты сейчас, черноглазая? Отчего тебя вновь я не нашел? Жду, когда же вновь поглажу я локонов волнистых черный шелк. Думаешь ли ты обо мне теперь? Кем сумею стать я в твоей судьбе? Но сейчас могу я песни петь днем и ночью только о тебе. В час, когда вослед зорьки розовой разливается в небе бирюза, вновь во сне я вижу образ твой, ласковые черные глаза. Вот с подачи Елены Борисовны. Вот, получилась вот такая. Кто-нибудь споет? Так. Здесь же. Так, кто у нас тут присутствует? Надо же женщинам, девушкам посвящать стихи, да, в том числе. В первую очередь. В первую очередь, да, сегодня. Так, здесь присутствует прототип, скажем так, одного из персонажей стихотворения, которое сложилось по итогам литературного лагеря. Да, Наташа? Вот, просто фотографию увидел. Наташа Мамышева, моя племянница, переводит, пишет, умничка, красавица, учится в университете. Вот. И разглядывая фотографии, на одной из них были запечатлен я, и Наташа пыталась убежать из кадра. Это дело происходило в реке, значит, во время купания. Она не хотела попасть в кадр, но убегая,
Ну, складывалось впечатление, что она танцует. В общем, так. Сатиру-страннику безумно повезло. Случайно, незаслуженно награда. Он силится найти хоть пару верных слов, способных выразить доподлинно, как рада его душа, блуждавшая средь ада. Уж много лет не веря, что услада умолкших струн смычком коснется вновь и захлебнется в диком ритме кровь, в свирепом ритме боевых тамтамов чада. И в чем причина этого разлада, в душе дремучей, позабывшей сладость сна? Скитальцу довелось увидеть, как наяда в реке резвилась, безмятежна и вольна, к нескромным взорам гордо безучастно увидеть, до чего она прекрасна, и до чего уверена она, что только лишь студеная волна достойна стройных ног ее касаться. Танцует девушка, движения так легки, исполнен радости властительной тоски и лютой беспросветности отрады, любуется сатир, не в силах оторваться сквозь вихри брызг стремительного танца, изяществом пленительной наяды, прекрасной дочери хозяина реки. Но понапрасну о любви скиталец грезит, здесь не Эллада и суров закон тайги, суров и нрав аскизского Сугэзи. Уж вот он вынырнул. Беги, сатир, беги. Ну и вдогоночку также на ту же тему. Там еще одна. Русалочка присутствовала. Русалочка из копенгагенской сказки внезапно очнулась в просторах хакасских. Вокруг озирается, удивлена. Прекрасная дева, мила и стройна. Сугэзи таится в речной глубине. Любуясь, вздыхает, эх, жаль, что не мне достанется этот волшебный цветок. Наверное, хану на белом коне. Когда-то и я бы надеяться мог. Эх, сбросить бы мне пару тысяч годков. А впрочем, и ныне вполне я готов поплавать с красоткой при свете луны под ласковый плеск серебристой волны. Так, может быть, все же решиться, рискнуть? 3000 лет мне, ну в этом ли суть? Неужто прошло это время, когда красавицу увлечь я умел без труда? А может, сумею я вспомнить о том, как тысячелетним, безусым юнцом имел я особый губительный лоск. Игривые вирши беспечно слагал, красавицам смело на ушко шептал, и таяло девичье сердце, как воск. Немало с тех пор пробежало воды сквозь сивые пряди моей бороды, но больно уж эта русалка мила. К тому же Тагэзи не дремлет поди, под гору утащит, того и гляди. Эх, а в подножье Тасхыла разверзлась скала. Эх, вынырну все же, была не была. Ну не вздыхай, не вздыхай. Это же просто стихи. Возьмемся. Тема та же, да? Женщина, девушка. Весна. Вечная тема. Да, вечная тема. Поэтому проще в этом отношении. Да, выбирать не надо, вот оно всегда. Во! То самое 15-летний, когда написал.
ожидание любви. Ну тогда же все девчонки вот прямо такие красавицы в классе. Кого выбрать, не поймешь. Такое простенькое, наивное. Ты — это все цветы на земле моей. Ты — дальний свет звезды голубых лучей. Ты — это шорох трав, переливы рек. Ты — и тепло костра, и холодный снег. Ты — перезвон ручья и лазурь небес. Ах, как хотел бы я быть в твоей судьбе. Вновь я ищу тебя днем и при луне. Вот ты пришла опять в предрассветном сне. Я подошел к тебе, обнял гибкий стан, но ты исчезла вновь, как ночной туман. Так протекает жизнь в бесконечном сне. Жду и надеюсь я, ты придешь ко мне. Все радости любви мне подаришь ты. Ты, девушка моей солнечной мечты. Долго добиралась до меня. Ну, потом была армия. А в армии писал Игорь стихи, нет? Писал. А о чем? Тоже о любви? Ну, не только. Например, с охапкой солнечных лучей, с гирляндой плачущих сосулек, пришла во всей красе своей весна в Вишневый переулок. Вишневый переулок, там находилась гарнизонная гауптвахта. Пришла и стала диктовать свои весенние порядки, природу к жизни пробуждать от бесконечной зимней спячки. Травинок первые ростки взошли сквозь трещины в асфальте. Березка, серьги нацепив, надела новенькое платье. Закончив дальний перелет, во славу Родины цветущей, скворец в экстазе трели льет, на колкой проволоке злющей. Игорь, хочу у тебя спросить, вот это стихотворение ты написал со стороны гауптвахты или переулка? Ну, Да, на какой стороне приказ был написан? ну, давай поясню. Тогда здесь понятие. Интерьеры пишу сейчас. Дробится тусклый желтый свет в стальных ячейках частной сетки. 4 каменные стенки, в углу казенный табурет, обитые железом двери, решетка в палец толщиной, за ней угрюмый часовой, бетонный пол шагами мерит. Внизу, вверху, с боков бетон, в немом молчании тускло-серый, могильным холодом пещеры, на душу тяжко давит он. А за окном цветет весна, лучом неуловимо тонким, через железную решетку проникла в камеру она. Глухая, толстая стена, и воплощением свободы кусочек неба голубого в прямоугольнике окна. Теперь понятно? Ну, понятно, что поэт везде найдет для себя сюжет, причем сюжет такой жизнеутверждающий. Да? Даже на губе армейской. Да. Дарю на память свой портрет отради дней моих суровых, тех дней, когда во свете лет в тяжелых сапогах кирзовых я плац стоптал и в дождь, и в снег. Благодарю тебя за ласки, что щедро ты дарила мне, за наши встречи при луне. Утри заплаканные глазки. Минуют годы, боль пройдет, ты вновь полюбишь, выйдешь замуж и станешь вновь счастливой самой. Таков судьбы круговорот. Быть может, через 10 лет, читая сказочку сынишке, среди страниц какой-то книжки найдешь ты выцветший портрет. И вспомнишь наших чувств накал, свидания пушистой елки, куда в ночные самоволки я бесшабашно прибегал. Счастливая жена и мать, без чувств укора и утраты, портрет раскосого солдата
с улыбкой будешь целовать. В общем, здесь в этом, Если есть какие-то вопросы, готовьте. здесь Наши много. мужчины с удовольствием, я думаю, ответят на них. Сейчас, подожди. Вот, давай я тебе и тебе посвящу. А то Тобой навеянное. Летний вечер. По следам событий. Мы вдвоем. Июньский вечер опускается над садом. Я беру тебя за плечи и ласкаю долгим взглядом. Мы с тобой сидим в беседке, пьем вино, едим купаты, и чирикают на ветке воробьи в лучах заката, а вокруг уже стемнело. По столу ползет двуххвостка, извиваясь стройным телом перламутровой полоской. Грациозные движения завораживают душу. Ты ж полна предубеждения, и в ладошки прячешь уши. Знаю, ты терпеть не можешь эти милые создания. Жаль, что в этом мы не схожи. Что ж, двуххвостка, до свидания. Поднимал. Это интересно, что вижу, то пишу, и еще и в рифм, да? Да. Да не только в рифму, с таким смыслом. Да, И вот, знаете, когда мы собираемся нашим литературным объединением, вот, в котором мы с Игорем, Ирбис, там поэтов я слушаю, вот часто мысль такая, вот, как можно лучше написать тему, которую они пишут. Вот Игорь сейчас прочел, у меня опять эта мысль. Ну не напишешь лучше. Как-то так. А ведь и не только радоваться, вы еще страдать нас заставляете, девушки. Вот. Про весну прочесть вам стихотворение? Да, давайте про страдания. Весеннее страдание. Ну, вообще-то написано осенью. Осень к радости не склонна. День осенний стылый, хмурый. Солнце спряталось за тучи. Одинокий старый клен на крутом скалистом склоне с порыжевшей шевелюрой ищет в небе солнце лучик. До сих пор в весну влюблен. Ах, весна в коротком платье клену голову вскружила. Не сумел он не влюбиться в изумрудные глаза. Горячи ее объятия, и неведомая сила заставляет молодиться и поверить в чудеса. Клен тоскует по подруге, ждет ее, свою царицу, но не стоит полагаться на любовь красивых баб. Ведь весна давно на юге, там в нее успел влюбиться, пишет ей сонеты, станцы, импозантный баобаб. Он ласкает взглядом груди, он тревожит ей колено. Он уверен, что девчонка, вся его сомнений нет. Он желание в ней разбудит, не уйти весне из плена. Зазвенит капелью звонкой, с ним станцует минуэт. Но напрасно феромоны он разбрасывал без меры. У весны успел сложиться юго-западный маршрут. И Кастильский дуб огромный поддался любви химерам, и его резные листья о любви весне поют. Дуб, мол, древо непростое, с очень древней родословной, корень, мол, в средневековье углублен на сотни лет. Вам весна поддаться стоит, непременно, безусловно, нашей царственной любови. Так станцуем же, мой свет. Шелест листьев был наигран, полон самолюбования, но с могучим ростом, торсом попадал он в резонанс. Был приемчик примитивен, но завлек весну в объятия. Станцевала без вопросов,
минуэт и контраданс. Старый клен по ветру гнется, от тоски листву теряет. Ждет, когда через полгода снова встретится с весной. А когда весна вернется, вновь любовью воспылает. Такова его природа, вновь покроется листвой. А в тайге сибирской кедр, на таком же косогоре, круглый год в хвое зеленой не страдает от тоски. Он в любви беспечно щедр. Разлюбила, что ж, не горя, кто-то влюбится по новой, гнуться как-то не с руки. Так сложилось, что когда-то был и он весною болен, восхищался, обольщался, оголтело ревновал. Шли года, мелькали даты, стал он мудрый, спокоен. Зря он слишком огорчался, близко к сердцу принимал. Ждал, как клен, когда вернется, и любовь свою подарит, но не гнулся и не плакал, наконец-то осознал. Ведь весна одно лишь солнце, любит и за ним летает по планете без устатка. И неважно кто, сосна, старый клен или дуб зеленый, баобаб или кедр стройный, попадают ненароком в жаркий круг ее любви. Знает кедр умудренный, слух красавицы влюбленной, проку нет терзать упреком. Солнце любит, селяви. Так. Передохнешь, да? Я немножко... А вот я вначале сказал, что когда вот со мной что-то случилось, что-то я там непонятное написал. Потом второй был момент, когда я решал принципиально заниматься этим или нет, и я за день написал рассказ. И вот он вот есть в этом сборнике «Енисейской Сибири» моей книжки. И когда вот сюда рассказы мои смотрели, а там Наталья Марковна Ахпашева, все через нее проходила. Она очень такой ведливый читатель и очень, конечно, великолепный поэт. И вот мы спорили по поводу названия этого рассказа. Я его назвал именем главного героя, но немного заменил фамилию. То есть это хакасский парень, главный герой. Фамилия его Топоев, а я написал Топаев. И вот мы с ней обсуждали долго. Ну нет такой фамилии у хакасов. Но все же я как бы ее смог убедить о том, что рассказ с таким финалом трагичен. Поэтому Роман Топаев, кто может себя узнать в этом, и это будет не совсем корректно, да? Поэтому я его так оставил с названием Роман Топаев. Это просто случай из моей жизни. Я вам сейчас его прочту. Роман Топаев. Раннее апрельское утро, суббота. Сквозь сон слышу, как защепетали воробьи на балконе, приоткрыл глаза. Край солнца медленно вползает на крышу пятиэтажки напротив. Тихо щелкает невзведенный с вечера будильник. 6 утра. Спать бы еще доспать. Посмотрел на спящую рядом жену, тронул за плечо. Лен, Лен. Ну, было у меня сначала написано Таня здесь. Но супруга возмутилась, потому что... Ну, она откликнулась не сразу, вопросительно хмыкнув во сне. Потом, просыпаясь, недовольно спросила: ну чего тебе спи рано еще? Слушай, может, я на рыбалку сгоняю на денек? Жена, не открывая глаза, молча покрутила пальцем у виска и заснула снова. Я полежал еще минуту, глядя на поднимающееся солнце. Нет, не заснуть, однако. Быстро собрался, до гаража 5 минут пешком, а через полчаса я уже мчался на своей Ниве по подсвеченной солнцем безлюдной Бейской трассе. Вокруг весна, утро, солнце, дорога, душа поет. Бензина маловато. Апельсиновый глазок на панели назойливо подмигивает мне на поворотах. Ладно, помнится, заправка была где-то по дороге. Жму на газ, не хочу останавливаться. А кругом просто сказка. Степь еще одноцветно сера, но уже готова зазеленеть весенней травой. Солнце выжгло весь снег с полей, только в тени кое-где еще угадываются почерневшие остатки зимы. Вот она, придорожная деревенька, за которой с асфальта направо вдоль Арыка с километр. А там и озеро мое заветное. Ну где же заправка? На обочине возле автобусной остановки стоит старая «Волга». Местный таксист, наверное. Торможу, спрашиваю. Вот здорово, заправки нет и не было здесь никогда. А ближайшая только в Бе, ехать до нее километров 15. С обоснованным недовольством смотрю на уже постоянно горящий апельсин и думаю, ну, похоже, влип. Хозяин «Волги», хитро прищурив глаз, предугадал мои вопросы, как мне показалось, с удовольствием, может, показалось, быстро выпалил, а я на газу. Ну что же, еду в Бе, вариантов больше нет.
Услышав шум машины, шедший по обочине человек вернулся, поднял руку. Останавливаюсь, опускаю правое стекло. Моих лет Хакас спокойно спросил: «Добей и подбросишь?» «Ага», отвечаю, «если бензина хватит». «Ладно», сказал, но уселся рядом. Странно как-то. Ну, поехали дальше. Поехали. Я, решив, что пассажир меня не понял, снова завожу речь на тему «доедем, не доедем». Хакас кивает головой, опять говорит: «Ладно». Я замолкаю, странный какой-то пассажир. Последний подъем, а там за горой прямо на въезде в поселок и заправка. Метров за 100 до вершины машина пару раз дернулась судорожно и стала. «Все, говорю, приехали. Лучше бы ты, наверное, остался на остановке». Я нервничаю, ругаю себя, на чем свет стоит. Пинаю в ярости колеса, ну они-то при чем? Блин, взрослый мужик попал как пацан. Погода сказка, рыба там лед грызет, а я тут откровенно и громко высказываю себе все, что приходит в голову, и, обернувшись, вдруг замолкаю, осекшись на полусловие. Мой попутчик сидит на заднем бампере Нивы, курит и спокойно смотрит вдаль. Безнадежно опускаюсь рядом, постепенно успокаиваюсь. И вдруг слышу, где-то рядом поет жаворонок. И вдруг замечаю, как тих и прозрачен воздух с запахом весенней степи. И вдруг вижу, как белым пятном последнего льда вдалеке виднеется большое озеро. Забывая про бензин, рыбалку, забывая про все, что составляет мою жизнь сейчас, как завороженный я сижу, глядя вокруг. Нет, все-таки он какой-то странный, этот парень. Его ничего не волнует и не раздражает. Украдкой перевожу на него взгляд. Хакас смотрел куда-то вдаль, и спокойный, вдумчивый взгляд казался таким же ясным и прозрачным, как воздух вокруг. И вдруг я понимаю, что парень нет просто у себя дома. Все, что теперь вокруг нас, это его дома. Когда человек в своем родном доме, то ему не о чем и незачем переживать и волноваться. Так сидим молча какое-то время, потом он говорит: «Машина идет. Что-то не вижу где. Да вон с горы спускается». Пристально всматриваюсь в полоску шоссе. Трассу видно далеко, зрение у меня 100%, но я ничего на дороге так и не нахожу. Недоверчиво смотрю на попутчика, жду пару минут, опять вглядываюсь в серую дорожную ленту. Точно едет машина. «Слушай, ну у тебя есть зрение». «Да, натренировал. Это где ты такого тренируешь-то?» «Да, в командировках». Затем добавил, прочитав в моем взгляде на умение: «На Кавказе». Ну, это были где-то нулевые годы. Самое начало по времени. «А кем ты там?» «Да, командир машинной связи, прапором по контракту. В деревне работы нет, сидишь на 2-3 месяца, потом полгода живешь спокойно. Платят неплохо. И часто ездишь?» «Да уже 2 раза был. Сейчас еду в Бею, военкомат контракт оформлять, летом снова в Чечню». «А что делать? Жить-то как-то надо». Услышав урчание приближающегося автомобиля, перевожу взгляд на дорогу. По асфальту шустрит японский дизельный грузовичок. «Очень хорошо, этот Ниву легко в гору утащит, если не проедет». «Не проедет», сказал парень, «это наш деревенский». Останавливаем, из кабины выскакивает щуплый мужичок в кожаной куртке, жалуемся: «Эх, мужики, мужики». «Ладно, цепляй». Мигом долетаем до заправки, подхожу к грузовику, протягиваю полтинник. Мужичок махнул рукой: «Эх, мужики, мужики». Сказал только и уехал. Заправившись, подъезжаем к военкомату. Пассажир мой повернулся, я думал, про деньги скажет. Нет, не угадал. «Меня Романом зовут, Роман Топаев». Протянул руку и скупо улыбнулся одними глазами. И как-то необычно стало от простых слов его, от скупой улыбки, от спокойного умного лица и крепкого мужского рукопожатия. Улица Центральная, 6, третий дом от дороги, ворота синим выкрашены. А нет, спроси любого, в деревне меня все знают. Заезжай, если что. Я уехал долго, потом вспоминал его, этого случайного попутчика. Странно, меньше часа в машине, несколько сказанных друг другу фраз, а в память врезалось надолго. Странно. Прошел год. И я снова прозрачным весенним утром лечу по Бейской дороге, ну, конечно же, на рыбалку, на озеро свое заветное. Действительно лечу, потому что вместо старенькой Нивы подо мной теперь мускулистый японский джип средних лет. На дороге ни души. Весна, утро, тишина, деревенька, автобусная остановка, старая Волга. Вспомнил, жму на тормоз, дым из-под колес. Ерунда, не жалко. Мужичок тот же в Волге встрепенулся, дремал, видно. Со свистом разворачиваюсь возле него, тот аж рот разинул от удивления и испуга. Спрыгиваю с трассы и несусь по улице. Утро хоть и раннее, но деревня, конечно же, не спит уже. Заеду, время есть, настроение хоть пой. Заеду, поздороваюсь. Влетаю на непросохшую зимой улицу, грязь из-под колес во все стороны. Вот он, третий дом от дороги, вот они, синим выкрашенные ворота, палисадник и лавочка рядом. Посигналив, вываливаюсь из машины, подхожу к калитке, недолго жду. В щель между досками мелькнула фигура, и калитку открыла пожилая женщина в цветастом платке. Тут же спокойный, вдумчивый взгляд, радостно улыбаясь, спрашиваю: «Роман Топаев здесь живет?» И сразу не дожидаясь ответа: «А он дома или что, снова в командировке?» Взгляд женщины затуманился, мне бы заметить, понять, но не могу сейчас думать о плохом. Не могу, потому что весна, солнце, утро. Таким утром не может и не должно быть ничего плохого. Женщина опустила голову. Нет, он из той не вернулся. И я четко слышал ее слова, но стоял и глупо улыбался, не в силах сразу понять их простой и страшный смысл.
Медленно опускаюсь на синюю лавочку, на мгновение забываюсь, глядя под ноги. Вздрагиваю, почувствовав на плече ее руку. «А вы кто?» Роман про вас мне ничего не рассказывал. Я молча сел в машину и поехал домой. Что я мог ответить матери, кто я? Случайный попутчик, которому ее сын сказал пару слов и пожал руку год назад. Случайные встречи, чужие судьбы. Но чего же так больно? Так больно. Это все. Да, правда, так иногда бывает, что такая случайная какая-то встреча и западает прямо в душу. И воспоминания на всю жизнь, да, или надолго, да. Такая вот встреча у меня случилась. Что за любимое озеро у вас там такое? А это деревня Керба. Это все возле Кербы было в реальности. И там у меня несколько любимых озер. Там же 40 озерки, по-моему. Ну да, и там есть Не то, такой... что одно озеро любимое, там же их много. Ну да, так, наверное, просто складно. Да, там озер много, и я туда езжу. Места Скажите, такие. а сколько у вас всего рассказов? Примерно. Ну, в этой книжке начало, наверное, десятка-два, ну, еще на вторую книжку я уже, в принципе, подобрал. У меня там такая, как бы, проблема, не проблема. Я заметил, чем вот дальше я пишу, тем у меня все крупнее получается. А если я неделю пишу трехстраничный рассказ, то там на 50 страниц это уже долго затягивается и приходится распараллеливать как-то, поэтому это тянется. По количеству будет немного, а по объему, думаю, вторая книга будет больше в разы. Ну, Само скорее собой. всего, не так проблема, идет. это, скорее всего, раз. Не проблема, да. Ну, Рост. здесь проще результат получить. А там тянется это, ну, Вы член Союза писателей? нет. Хотя мне про это спрашивают и те, кто члены Союза писателей. Вот у вас очень хороший, зрелый рассказ. Очень хороший. Спасибо. Ну, как-то Вероятно, я... Мне кажется, у вас Это может надо... перерастет во что-то другое, раз Нет, рассказ очень более хороший. на так самом деле. масштабное. Ну, я так понимаю, что чтобы туда вступить, это же как бы сообщество профессионалов. Надо хотя Да бы нет, объем. мне кажется, объем сделать. там надо прозаиков найти, то и, в принципе, у вас вы зрелый писатель. Да зачастую короткий рассказ зрелый. Да, больше гораздо цепляет. сложнее написать, на мой взгляд. Ну, так мне мне кажется. говорят, что одну книжку еще надо, чтобы А такая для действительно- Ну объема, да, ну, получается? Ну да. Поработал вы все равно же зрелый. Ваш первый рассказ, он очень зрелый. Короткий, очень Мгм. зрелый. Хорошо, спасибо. Я услышал. Вас нужно 100% рекомендовать. Я не знаю, Наталья Марковна, я бы давно бы воспринял бы, наверное, уже. Ну, мы с ней недавно стали общаться, вот Да. как раз когда Вас готовился нужно этот монах. обязательно в член Союза писателей. Хоть где, хоть в Хакасии, хоть не в Хакасии, Надо, хоть куда. чтобы уже Да. в каком-то большом, Да. более большом У вас масштабе очень хороший уже рассказ. знали и заговорили, и читали. Да. А рассказы вообще классные. Они все же из жизни у вас получаются. У вас такое знаете. шукшинское, чеховское направление, ну, вот эта культура, ну, как я понимаю, это мое понимание. Видно, вот этот Чехов, Шукшин, вот этот вот русский рассказ, он такой у вас короткий, но он емкий. Очень. И у вас слог хороший, самое главное. У вас язык хороший. У вас нет Легко повторений воспринимается, таких, да, банальных повторений нет. Вот это вот. И хорошо передаете. Описание у вас очень хорошее. Да, я как-то отвечал на такой вопрос. Я заметил за собой, когда ко мне в голову уже приходит готовый сюжет, но я еще пишу, я даже вот глаза закрываю вечером перед сном, я как будто вижу, вот как на экране. Да. И вот поэтому я все мелочи, видимо, прописываю очень точно. Нет у меня вот этих разрывов и временных, и сцен, стыки сцен все сделано. Потому что писать с экрана проще. Ну, Да. потому что И художественный самое образ главное, богатый. самое главное, видна ваша внутренняя ценность. Это важнее. Почему? Потому что ну, про войну 3 солдат. Если бы, ну, могли бы, допустим, так рассказать, ну, таких сюжетов много по жизни, ну, подобных вариантов. Но это же в рассказ нужно слепить, допустим, это сделать. Это, Детально. да, это детально писать, это на самом деле это. И причем выстроить правильно. Вот эти маленькие конфликтные, вот это рассказ же сложить его надо все равно сюжетно. У вас это очень хорошо получается, у вас там нет ничего лишнего. И вы очень точно изображаете ожидания. И вот, да, ну, это все искренне. Мне нравится. Я, честно сказать, для себя открытие сделал сегодня.
И описания такие хорошие, Да, там, на самом деле. да. Прямо картинка вырисовывается вообще досконально. Вступление, там развитие, да, да, и вот кто это вот, все, ну, он читает, и ты как кино смотришь. Да, да. Образ тоже сразу. Мгм. Да, У глаза. вас надо обязательно все списать. Я хочу прочитать фрагментик рассказа. Ну, история тут такая. Вот тот рассказ, который «Огарки», я провел в Красноярск, и мне там дали второе место. Я как-то немножко так подобиделся, подзадумался и прочитал рассказ победителя. И в этом году, в прошлом А году. сколько участников было? Что Там второе десятки, место? там, это первое место дали москвички какой-то. Там у них такая Это- география. Это же надо считать, сколько было участников. Ну, Так, не из 3 же вы второе место заняли. Нет, да, там Ну очень вот. много, там очень представительная была команда. И я, в общем, решил следующий рассказ на следующий конкурс написать в стиле вот этого победителя. Я давал вот нашим, там вот Наталья Троицкая, может, знаете, была, Тарабарова была, Соснина в Красноярске. Я им всем раздал свой рассказ, они сказали, да, похоже. Как бы и по сюжету, сюжет попроще, по изложению, мне вообще ничего не дали. Ну, стал лауреатом. Не знаю, что такое лауреат. Там есть диплом первой, второй степени, а я лауреат. Ну, принял участие неплохо. Видимо, так это надо расценивать. Конечно, Да. участие в каких-то вот этих мероприятиях литературных конкурсах, наверное, оно важно, но мне кажется, все равно у вас внутреннее ощущение, вот именно как писателя, мне кажется, это важнее. Надо Потому что, да, публиковаться. да. момент конкурса, там всегда есть, кто кому нравится, не нравится, там не всегда идет объективная оценка, мне кажется, она ориентируется на Я Менее всего. примерно так же думаю. да, потому Такая что на самом рулетка деле, своего рода творческая. вот, а то, что вы умеете чувствовать мир и говорить, и тут Вы спора вообще сказали нет. про сюжеты из жизни. Вот знаете, сюжеты приходят по-разному. Иногда я сам что-то придумываю, иногда мне рассказывают, иногда я просто слышу чей-то разговор. Из этого получается, вот как пример, я один раз, на рыбалке мы были, разговаривали двое людей, и я услышал, написал рассказ. Единственный был случай, когда у меня его не приняли. Была такая газета «Пятница», это нулевые годы. И я им принес, она сказала, мы их не можем напечатать. А суть такая, работник Саянского алюминиевого завода поехал в отпуске в Москву, и у него там местные украли деньги. Вот остался один из Хакасии. И он пошел в свою эту контору, в центральный офис «Русала», представился, что попросил помочь. Они ему говорят, давай мы тебе сейчас аванс выпишем, распишешься здесь, но в бухгалтерию там информацию передадим. Он когда стал подписывать, посмотрел на сумму, сказал, так мне не надо, за полгода мне дайте мой аванс. Его выгнали оттуда, дали ему эти деньги, он пока домой летел, он сообразил, что в Москве пишут одно, а здесь дают другое. С этой радостной вестью приехал домой, наивно рассказал, все дошло до руководства, его уволили. И вот из этого сюжета я написал такой трагичный рассказ. И когда его принес, мне сказали, Это пиши. тоже у вас будет последний рассказ. Если вы хотите, чтобы вас уволили, да, то мы его опубликуем. Мы, говорит, это печатать не будем. Но потом прошло время, вот Абакан литературный, там Юрий Тимофеевич Кудряшов был главный редактор, когда я пришел, очень интересный человек, такая отдельная тема. Он почитал, сказал, давай, и никаких проблем. Всё напечатал. Нет, у вас рассказы очень хорошие, они такие и классные. Я бы тоже Топоев поставил бы, наверное. Да нет, как-то не знаю, вот такой прицельный выстрел с трагическим концом, наверное. Это просто, знаете, хочется, чтобы Хакас был не так, чтобы Хакасского да. Был так Да, Хакасом, да, вот так. Как это называется? Ну что, как бы героев знали, да? Да, такой момент есть. Может быть. Я хотел Да. вот по поводу этих длинных описаний, у меня иногда тоже меня заносит, я как начинаю что-нибудь описывать, предложение очень длинное. Хочу вам фрагментик прочитать, это как раз тот рассказ, который я повторно на конкурс Красноярский готовил, который очень похож был на победителя, но ничего не взял. Просто фрагмент. Остановившись подле самого юного куста, это в саду, покачивающая тоненькими ветками от едва ощутимо блуждающего меж подбеленных стволов ветерка, я, закрыв глаза, с наслаждением глубоко вдохнул безудержный аромат весны и замер, затаив дыхание. Очарован, я думал о том, что ничего не может быть сейчас прекраснее этого благоухания весеннего сада, когда сначала тихо, потом все яснее откуда-то сверху зазвучала, полилась музыка. Кто-то на втором этаже дома весьма недурно играл на рояле или фортепиано, и я, открыв глаза, поднял голову. Выпорхнув незамеченный из раскрытого настежь окна,
тянулась к свету садовых яблонь и нежно кружилась, спадая волнами, словно выдуваемая из комнаты мелодией, такая же белоснежная и невесомая, как все вокруг, оконная занавесь. Ну вот тут такие у меня бывают. Они, в общем-то, неплохие, но очень длинные. Язык хороший. Это такая, ну, как мне вот я уже сказал, традиционная такая классика Чехов, Шукшин. Вот это. Вы хорошо держите. Спасибо. А скажите, как вас зовут? У меня Сибдей, я тоже стихи пишу, я от коллеги. Вы поэт, Игоря. да? Вы поэт. Да, А член Союза? Да, член писатель. А фамилия как ваша? Майнагашев Сергей Алексеевич. Сергей Манагаш. Вы, может, меня Хакаса знает, а я Сибдей дома. русскоязычный читатель. А вы неизвестен. на хакасском пишете, да? Мгм. У меня роман в стихах есть на хакасском языке. 5000 строк. Ну, спасибо. Я его супруга. И вот я хочу сказать, что вам надо публиковаться. У нас с Игорем знакомство получилось заочно. А ВКонтакте, когда открываю там, и смотрю перевод песни. И прям приехала в деревню, Бейский район, вот Мгм. там недалеко как бы от вашего любимого озера. И я читаю, и такое мощное, я напеваю, все совпадает, все вот думаю, о, как классно. А я думаю, Сережа, прошу, переведи мне песню «Конь» Расторгуева, да. А он, ай, как-то вот не слышит, я такая думаю, ну вот этот, наверное, переведет. Я ему пишу вечером, проходит совсем мало времени, смотрю в сообщении, он уже сделал перевод, да, и я такая, вау, напеваю, и все так четко, такая думаю, либо где-то готовый шаблон был, либо это вообще такое талантище, такая-то. И мы с ним ведем переписку. Ну, это считай А ночь. я не знаю. Мы друг друга не знаем. Ночь мы с ним ведем переписку, и я так думаю, это как измена мужу. Я с мужчиной переписываюсь. Да, я такая думаю. И приезжаю с деревни, Сережа говорю, вот есть вот такой-то, и вот он переводы у него такие. И потом, опять смотрю, не перевод, свой стих. И опять все такое, говорю, Сережа, представляешь, он, говорю, так мощно пишет, все в рифм, все и читаю, я читаю. Ну, в общем, мы уже друг друга узнаем, вот как бы вот мы друзья с ним по интернету. И Сережа уже его знает, все, и вот как бы это привычка вот все читать. И вот вам надо в контакт зайти, ваши все свои рассказы скидывайте, у вас там появятся ваши читатели. Они будут читать, да, отзывы, там же все равно СМС пишут, вот это все. Это вот настолько интересно. Потом смотрю «Синий мост», даже не знала вообще о существовании вот литературной, да. И они там пишут, ну, экспромтом там, по-моему, насколько написать, из сказки у Пушкина, там жили-были детка да бабка там. И я начинаю читать, и там очень много вот таких, которые свою версию там. О, смотрю, и Игорь там есть. Он тоже свою версию выдает, и читаешь, ты думаешь, это же настолько вот интересно, вот настолько интересно. И вот уже как бы ты человека чувствуешь, новый стих вышел, я говорю, Сережа, вот здесь, говорю, я запинаюсь, вот здесь, говорю, надо ему заменить, да. Читаю, Сережа, ага, такой, ну, вполне возможно, я говорю, так, я, наверное, ему напишу, может быть, там что-то заменить. Ага, пишу, не там, а в личку пишу, чтобы мне не высвечиваться там. Нет, он со мной не соглашается. А Сережа говорит, так, я говорю, он со мной не соглашается, читаем снова. Он так, ну почему? Говорит, у него все нормально. Я говорю, блин, скажет, еще умничаешь. Но все равно, вот, да, человек понимает, что его читают, да. Конечно. Не просто как бы, ну, что-то пропустил и как бы ушло. Это все. Читают. И вот, допустим, появляется в ленте, да, ВКонтакте, Олег Рип, да, я читаю, вот, я один рассказ читаю, другой, да, понятное дело, мне это начинает нравиться, я ставлю лайк, я как бы, да, и вот лайк это уже хорошо, и все, и вы видите одни и те же там или как-то, и вы понимаете, что есть смысл, можно вот так вот потихоньку, да, согласен. Я а не занимался просто этим, вот ну, на да. бумажке в столе, как вы сказали, что вот с детства. Да. И я Согласен, думаю, что да. многие читают, Да, не вообще только не я. Да, сейчас все равно вот
ВКонтакте больше публики вот они Да, начинают да. читать. ВКонтакте вот. Да, в сетях. читают, много читают, да. Сергей, ты вот это стихотворение во сколько лет написал? В каком Как году? Игорь и в предыдущей встрече нам рассказывал, что у него Ну, сразу написал сразу. возникает на хакасском и на русском языке. Написал сразу. Сразу вместе все это Жизнь, идет. может, тут список не помню. В каком году примерно? В начале 90-х, что ли? Но Ну-ка, а что это там? 90-й А год. что там? А? Да, просто Я вот его перевел себе и Тома. Там, по-моему, там в рамках конкурса, да? Вот это как раз А я не помню, художественный как ты перевод, да. переводил. Да, Я да, как-то не это я не в рамках участвовал, конкурса но- было. А, наверное. 91-го года, по-моему, стихотворение вот это. Молодой был. У меня Ну, там, ну, читай, если. целеустремленный прочесть. Ну, если Ну, можно. молодой поэт. Сколько тебе тогда было? Да я поздно начинал. Ну, 30 не было там. Мен одыршам ат үстінде күн жоғар қарақ жолы шатша. Мен шидербін түрен күніме, сус састарын үрем бозымда. Вот сижу я верхом на коне, и мой взор устремлен к небесам. Их достичь я способен вполне, и лучи заплетать буду сам. Хайғылап ұшқшабын андар, поэттер сақтапша илбегінің. Легион, неме көп ундар, Тимир Хомос сығаршым изебімнің. Бросив клич, возношусь я туда, где поэтов великая бездна. Легион, что же много-то так? Достаю я свой хомос железный. Хуламна ардапша сығырысқа. Хуламна ардапша сығырысқа. Хан тигр хайхап шамаға. Майхпинжам шүзер мин сығырысқа. Тимир Хомос хайлап шауда. Лишь в ушах диссонирует свист, небеса ж восторгаются мной. Сотня я меня не утомит, так играй же, мой хомус, и пой. Чедербен ат үстінде, басқалары таптап алған жолынша. Мағзырапшым мен пос күніне, Тимир Хомус ырылан үніне. Скач лечу я верхом на коне, по дороге избитой другими. Я мечтаю о собственном дне. Хомус звонкий поет мое имя. Но это о чем говорит, да? Он полностью все, вот слышно на слух, что он сохраняет рифм, все сохраняет. Да, и так Это рифмы мощный всё такой это. талант, да, вообще. Здорово. Тут можно еще прокомментировать Игорь перевод. Дело в том, что вот когда Игорь Правильно, пришел, нет? когда Игорь пришел, сейчас доскажу, он пришел с ясным ритмическим рисунком, имеется силботоникой. То есть, смотрите, вот у нас в хакасской поэзии ямбом писал только Моисей Баинов. Это, если сравнивать с русской литературой, да, вот, допустим, начало русской поэзии считается Семен Полоцкий, это 1650-е годы. Вот Семен Полоцкий тоже по-своему интересный поэт, очень интересный поэт. Но для русского языка потребовалось примерно сотни лет до ямбов Ломоносова. Это целый век. Вот, русский язык отрабатывал этот слог, допустим. Потом уже Тредьяковский, Сумароков вот, пишут, они пытаются ям привнести в русскую культуру. И Ломоносов четко это делает. Он даже потом пишет правила стиха, вот, да, как это нужно писать, и показывает, как нужно писать на русском языке. И Ломоносов в этом смысле он четко вот, дал направление русской культуры, стиховой культуры. И мы, когда пишем ямбу, мы даже не задумываемся, что это правило Ломоносова. Вот, то есть это плеяда. А потом уже ученики Ломоносова, там один из самых ярких, это Барков, кстати, когда он писал непечатные стихи, как мы говорим, да, это ярчайший ямб, а потом Пушкин уже, он принимает не ломоносовский ямб, а именно барковский ямб. То есть он уже эту традицию продолжает. В хакасской литературе ямб привнес Баинов.
Для тюркских языков это не характерный ритм стиха, поэтому многие хакасы пишут силлабическим стихом. Это период до семейного полускона, примерно, там тоже нужно разбираться. И вот у Баинова ям появляется только в 5-м сборнике. Вот этот ритм стиха. И Игорь пришел, он сразу пришел с ямбом. А там до него, ну как среди хакасов мы же общаемся тоже, вот, ну, мои сверстники, там один из них, Женя Толмачев, тоже яркий такой писатель, Геннадий Кичеев, тоже, ну, поэт яркий. Но они не смогли освоить ям, потом Гена Кичеев уже позднее говорит, а у меня, говорит, 20 стихов, ямбических стихов есть. Ну, смотрю, действительно, да. Женя Толмачев так и не смог освоить ям, как-то, вот. Он пришел сразу с ярким ямбом. Я читаю, блин, я, честно говоря, офигел сразу, о, нифига себе, кто такой. И давай читать, это смотрю, так он на русском пишет еще. И вот первое впечатление, которое у меня осталось, это верхоскиз, как центр вселенной, да. Вот этот стих, он такой классный, и вот эти образы, да, на хакасском сделан и на русском. Все, так вот да, проявили. сразу понятно, он владеет ритмами стиха, вот, да, он, ну, в общем, я сразу понял, да, пришел поэт настоящий. Спасибо. Видимо, там, да, верхоскизе, Да, так вот да. раз, зернышко падает. Я там, еще хочу для сказать таких последнее дарований. стихотворение вот у Игоря. Он вообще вышел такой уже на высокий, ну, как мне кажется, конечно, мои личные. Там как будто крупная форма напрашивается. Он скоро вот там такой, да. стихи, я считаю, это стихи пророка Тенгри, восхождение к небу, да, он восходит, этот пророк, он привносит новые знания. Это уже следующий уровень. Я вижу, что Игорь уже этого уровня достиг. Да, вот этот тенгрианина, ну, предвестника вот этих вот ощущения знаний, можно так сказать, да. Вот этот стих, он очень яркий. Там пишется 6 строк, да, ну, в общем, Игорь молодец вообще. Дар небес. Ну, и вообще, кто виноват, что на хакасском языке начал писать? Это же вы с Кариной меня там Ну, у тебя, видимо, все равно были ранние тексты, наверное. подталкивали. Так, а ты начал писать на каком языке, Игорь? Ну, я на Первые русском, стихи. на русском писал. На русском писал. А потом, когда уже в сообщество начал ходить, Шаясилар, ну, Сибдей и ну вот стихотворение. Воскресенье. Лежу недвижим, словно жертва жестоких ристалищ. Пальцы клавишу выкол нажали, на будильнике к черту режим. Погружаюсь опять в миражи, убаюкан Морфея касанием. Где-то там, на задворках сознания, ощущается слабый нажим на рефлекторы совести спящих. Голос долго твердит: там, вдали, уж давно на ногах Натали. Вот режима адепт настоящий. Улыбнулась на небе луна, губы бледные мне прошептали: я-то знаю, сейчас бы Наталья почивала, как ты, без печали, в глубочайших объятиях сна. Ведь режима адепт не она, а собачка по имени Чарли. Это собачка Натальи Марковны. Что вижу, то пою, но Небезызвестная. Там еще какой-то А? это покажем стихотворение А. в конкурсе. Идите. Давайте, хорошо. Это одно из моих стихотворений, которое девушка попросила исполнить в качестве творческого номера на конкурсе красоты. Kızı, Bozbozun pözüksün sana, Pırcinimi salbin şaşırşa yanı, Mahtan salşa, Min anın bigi hanı,
Alınışım. Nuga azizini. Kürşep ser. Ayya. Gülümsürü. İlekte bin. İledik balalarını. Kızı burulgıda pölün duracak. Хан тигр ширшаянның опалысы. Оларды заңаға үше бабасы. Кызы сүберлі бозын тудынжан, олпалықты баңына засурынжан. Үлісаға берерге орынезін. Шыл бұрылды да бұлған. Амды керек пасхы бұл пары бістіноза. Кызы сағам шырның испайын тоза. Шыр алтында байстунды бұл болды. Хорошо элемерге. Оламды, шабды. Шылдан шылға үсте жыл көрозы. Үше палызына шабаланар база. Ашина шыршаян күлімсіріпші. Ол кызының хыйгарерін сақтықшы. Шепырсында сыдас бұл баспаза. Анда да сағызы кірір кізі арса, хотай цивилизацияны сайбылшы. То же самое на русском языке. Я так не умею читать, как и девочка. Себя венцом в творении возомнив, себе же сам слагая в свою оду, ни в грош не ставит человек природу, себя ее царем вообразив. Дивлюсь тому, насколько терпелив ее немой укор, а не пора ли ей Богу примерно наказать уж нас, вспылив. Когда-то человек осознавал, что он дитя небес, дитя природы, они ж родители, удачи и невзгоды встречал достойно, в туне не роптал, в тайге, в реке он пищу добывал, спросив хозяев гор, хозяев водных. Но это в древности, а ныне показатель иной, произошла метаморфоза. Богатство недр, земли и вод без спроса, излишних благ бездумный соискатель стремится взять, отныне он стяжатель. Из года в год все явственнее угроза. Но сердце матери все верит в чудеса. С тоской и горькой, любящей улыбкой она глядит на нас надеждой зыбкой. Ждет человек, одумается сам. Но разувериться останется лишь нам. Стенать цивилизация погибла. Но мне показалось на хакасском лучше. Да. Прямо вот Почему она ты это читала, сказала? и Я же говорю, я не умею почему читать. я не знаю, но все равно все понятно и прямо трогательно так. И все доступно. Вопросы есть еще к нашим мужчинам? У вас есть еще рассказы почитать, короткие такие? Еще есть? Конечно, есть. Я вам книгу подарю. А, сейчас почитаю? Да, вот. Чуть у нас почитать, да. немножечко еще есть времени. Чуть-чуть Сейчас. Да. Есть такая интересная история. Называется «Ложка». О войне у меня иногда как-то пробиваются ко мне сюжеты. Ну, сейчас время такое. Ну, это написано лет 15 назад, может, 10, не помню. Ложка. Лет несколько тому копался я, как обычно, по весне в своем гараже, подготавливая к вывозу на свалку очередную партию мусора, традиционно скопившуюся за зиму. И где-то в хламе попала мне на глаза старая столовая ложка, неизвестно как оказавшаяся в гаражном скарбе. Вроде ложка как ложка, давно и безвозвратно почерневшая от грязи, она уже одним своим видом просилась в утиль. Но как тогда мне показалось, было в ней что-то необычное, что делало ее не похожей на будничный столовый прибор. Я поднял ложку из мусора, покрутил в руках, потом потер пальцем черную выпуклую поверхность. Вначале матово-серо, а затем все светлее и отчетливее, под пальцем проступил неброский металлический оттенок. Мне стало интересно, и оставив гаражную уборку, я начал песком оттирать находку. Скоро ложка в моих руках благородно заблестела серебром. Тогда я внимательно рассмотрел ее. Там, где у обычных ложек иногда нанесен рисунок,
У этой продолговатой в две дуги с обеих сторон была выгравирована готическая изящная надпись на непонятном языке. Я вертел ложку в руках, бормоча под нос варианты транскрипции написанного, когда в гараж ко мне заглянул сосед, дядя Жора. Это был приветливый добродушный старичок-пенсионер, извечный гаражный сторожил, так как называли его местные автовладельцы. Как только пригревало весеннее солнышко, дядя Жора появлялся в гаражах и потом уже ходил туда ежедневно, как на работу, до самых заморозков. Каждый божий день ковырялся дед со своим москвичом, ветераном отечественного автопрома, не упуская при этом ни одного случая поболтать с соседями на житейские темы. Вот и сейчас он, по-хозяйски оценив мою затею с уборкой в гараже, завел беседу, как обычно, ни о чем. Ну что накопилось за зиму, и не говори, и откуда слушать, что берется, ведь каждую весну хоть КамАЗом вывози. Обратив внимание на мое сосредоточенное шарканье пальцем по железке, спросил: а это что у тебя? Дай-ка глянуть. О, серебро похоже, вон и проба выбита. У тебя глаз помоложе, посмотри-ка, чего там. Есть какая-то циферь. Я крепко сжал ладонь, чтобы не отдать забавную вещицу в руки любопытную соседу, самому ведь интересно. Да погоди, дед, тут вон покрупнее написано, и то разобрать не могу. Ну-ка, дай сюда. Дед все-таки вытянул из моей руки ложку и отошел поближе к свету, чтобы лучше ее разглядеть. Прошамкав вначале что-то невнятное вставной челюстью, он тут же вдруг уверенно изрек: это по-немецки. Я удивленно спросил: и что написано? Дед протянул мне ложку, а я почем знаю? Странно. Как это ты узнал, что по-немецки, если ни слова не разобрал? А я когда вижу, как написано, то сразу различаю. А вот что именно там, объяснить не могу. Мне стало смешно. Да как это так? На каком языке накорябано знаю точно, а что именно не скажу. Дед, обратился я к Жоре, тихо, хитро вглядываясь в его глаза. Ну так ведь не бывает. И для большей уверенности отрицательно покачал головой. Ну не бывает таких чудес, дед. Жора, прищурившись, искоса глянул на меня и задумчиво сказал: бывает, парень, бывает. Да еще и не так. И рассказал мне эту историю. Перед самой войной Жорке исполнилось 10. На отца похоронка в ту же осень пришла, как война началась. А мама заболела и умерла в дороге, пока их эвакуировали из Саратова. Оставшись круглым сиротой, мальчик был помещен в интернат вместе с детьми немцев, которых тоже везли с Поволжья на восток. Вот это история моих предков тоже в этом. В переполненном интернате Жора оказался один среди чужих людей, к тому же говорящих на ненавистном фашистском, как он тогда считал, языке. Со временем пообвыкнув, Жорка, как любой ребенок, полностью освоился в окружающей его среде к концу войны и уже свободно понимал, говорил и писал на немецком, при этом проявляя удивительные способности к языку. Мальчик с удовольствием читал книги, немецкий стал для него практически вторым родным языком. Сразу после победы летом 45-го иркутский детский дом перевезли на Украину, в самую ее западную Ивано-Франковскую область. После холодной и голодной Сибири плодородная Украина с мягким климатом показалась детишкам раем, где фрукты растут прямо у дороги и возле них даже заборов нет. Война хотя и кончилась, но по Западной Украине еще скрывались в лесах, совершая дерзкие налеты банды украинских националистов-бандеровцев. Когда одна из таких банд напала на городок, на окраине которого в старом помещичьем имении разместили детский дом, Жорка сидел, укрывшись от посторонних глаз в туалете, и читал подаренным еще в Иркутске немецкую книжку. Детей было много, поэтому туалеты стояли в ряд прямо перед домом во дворе. Услышав выстрелы и крики, Жорка решил не выходить, надеясь остаться незамеченным. Он слышал, как один из бандитов, проходя вдоль ряда деревянных кабинок, кричал что-то по-украински. И если в ответ слышал русскую речь, раздавались выстрелы. С правой стороны за деревянной перегородкой хныкал и схлипывал незнакомый мальчик. Через дыру от сучка Жорка увидел его заплаканные глаза и прошептал: «Тихо, не реви, может, не заметят». У Жорки от страха, казалось, остановилось сердце, когда бандит подошел совсем близко, и из-за боковой стенки раздался отчаянный крик: «Дяденька, не стреляйте!», перекрытый автоматной очередью. Щепки деревянной перегородки посыпались Жорке на голову. Едва живой от ужаса, он тихо заскурил и задрожал всем телом, увидев сквозь щели деревянной двери, как напротив него остановился человек в солдатских сапогах, клацнув оружейным затвором. «Ну, москаль!» И дальше быстро сказал несколько слов по-украински. В ответ обезумевший Жорка страшно заорал что-то на немецком языке. Когда дверь с треском вырвав притвор распахнулась, последнее, что увидел теряющий сознание Жора, налитые кровавой злостью глаза на опухшей, давно не бритой роже. Рассмотрев в дрожащих детских руках книгу с немецким названием, бандит плюнул себе под ноги, взял автомат на ремень и ушел. Дядя Жора замолчал и нахмурился, сдвинув брови. Хоть и прошло уже полвека, но было видно, как трудно вспоминать ему этот, быть может, самый страшный в его жизни день. Помолчав немного, дед тяжело вздохнул. И вот веришь, нет? С того самого дня я напрочь язык забыл. Видать, напугался до смерти, оттого и забыл. Сейчас вот покажи мне слово или сам напиши что-то по-немецки, отличу из 1000 языков. А вот понимать и говорить не могу. Вроде как кнопку во мне нажали какую-то, будто выключилось что-то в голове.
Старик покачал седой головой, словно отгоняя тяжелые воспоминания. Потом посмотрел на меня уже прежними добрыми и живыми глазами. Вот так-то. А ты говоришь, не бывает. В жизни паре еще не такое случается. Ну да поживешь подольше, узнаешь побольше. Дядя Жора похлопал меня дружески по плечу и ушел реанимировать в очередной раз свой москвич, а я остался сидеть среди гаражного хлама на пустой перевернутой канистре из-под бензина и в задумчивости, сам того не замечая, тер и тер пальцем готическую надпись серебром по невесть откуда взявшейся в моем хозяйстве старой столовой ложки. Да. Вот этот дядя Жора, у меня был в жизни такой персонаж, ну, он рассказывал, ну так, в 2 словах, что вот когда действительно на Украине был в детском доме, что был случай с ним такой вот прям в туалете, когда бандеровцы расстреливали детей, и он по-немецки ответил, и остался жив. Но остальное, это моя фантазия. Ну так. Ну, есть вопросы какие-то еще? Если нет, то А давайте. с какого периода вы пишете это все? 40 лет все началось, 20 лет назад. До этого даже не предвещало. У меня бабушка писала языки на немецком языке, она немка была. Но это другое, я там ничего, конечно, и не знал. И язык я не знаю. А больше нет. Все технократы. Мама врач, отец железнодорожник. Ну и как-то все так в семье. А язык как? Ну, может быть, да, конечно. Но единственное вот, творческое у нас было направление, это бабушка. Она была, ну, с Поволжья же все, немцы сюда переехали. Она там была, отец ее был юрист, у них была такая аристократическая семья, и бабушка, она и русский хорошо знала, и немецкий, и вот писала стихи. Это все. Интересно, по деревням очень быстро выучили хакасский язык. Немцы? Да, немцы. Я Даже слышал такую историю. старики разговаривали на хакасском языке достаточно чисто, а дети тоже вообще. Много тут немцев. Вот у меня фамилия это Рикта, ну, она немецкая. Я девчонкам в институте говорил, это остатки от фамилии Великой Дерибас. Ну так завлекал. Роман Иван Борис. Это так фамилию, когда не могут расслышать. Я говорю, Роман Иван Борис, первые буквы берите. Все по-русски. Ну, хорошо, Да, да. еще чуть не запамятовал. Юлия Владимировна просила всех поздравить с Днем писателя. Тарабарова. Да, Тарабарова. Вот. Вчера собирался, захворала, не смогла прибыть. Ну, огромное вам спасибо, на самом деле, да. Спасибо вам. Замечательно. Вы нас здесь Такой собрали. батл получился Очень у нас. интересная встреча, да. Очень приятно. Спасибо. С вашего позволения, можно я это в интернет выложу, вот, ваше чтение, или нельзя? Ну, как хотите. Я Я не всё возражаю, но читаю я так. Нет, все равно, когда автор читает, это уникально. на самом деле, да. Сергей Александрович, я вам книжку эту подарю. У вас есть ручка? Я вам подпишу. У меня с собой один экземпляр. У меня дома есть еще несколько. Ну, не знаю, как это можно передать. Через Игоря. Через Игоря можно. Игоря телефон у меня есть. И мы встречаемся иногда. Подпишите Сибдейтом. Сибдейтом. Это. Мне говорят, что книги надо подписывать всегда с фамилией. Да, Сибдейт. А потом где-нибудь через 100 лет на аукционе Сотбис будут продавать, а фамилии нет. Возможно. Сергей Майнагашев написал.